Ассаламу алейкум! Приветствую всех посетителей нашего видеоканала. Ежегодно 23 февраля мы отмечаем трагическую дату в истории нашего народа. Каждый год 23 февраля мы снова осмысливаем эту трагедию, пытаемся выявить какие-то новые смыслы вот этого события, трагического события. И с каждым годом все глубже и полнее начинаем понимать, что вот эта катастрофа в истории нашего народа, она сыграла такую, скажем, определяющую роль в складывании менталитета современных чеченцев и ингушей. Это действительно очень важное событие в нашей истории. Это такой психологический перелом в истории нашего народа. И все это более-менее точно отражается в многочисленных публикациях и выступлениях, которые наши земляки делают в этот день. Однако никак не удается определить численность наших потерь в процессе депортации. Приводятся разные определения в диапазоне от 30% до 50% и более процентов численного состава наших народов, чеченцев и ингушей. Будучи историком, я, естественно, пытался найти какие-то более-менее точные цифры этих потерь, потому что это важно знать. Но долгое время никак не удавалось найти подобного рода сведения. В конце концов, мне пришла идея, что нужно выявить количество вагонов, которые понадобились для перевозки чеченцев и ингушей в Центральную Азию, а потом определить, сколько людей, сколько человек помещалось в один вагон. Ну, эти сведения тоже не без труда мне удалось найти. И на основании вот этих чисел я написал статью, которая была опубликована несколько лет назад. Ну, поскольку не все зрители нашего канала читали эту статью, я решил зачитать ее, огласить. Почему зачитать, а не пересказать своими словами? Потому что в статье много расчетов, чисел, и при пересказе я мог бы что-то упустить, забыть, поэтому я счел, что лучше зачитать эту статью. Итак, я читаю ее. Насильственное переселение народа на чужбину преследует совершенно очевидную цель – оторвать его от дающей ему силу родной земли, оборвать питающий его дух и стойкость корни, обречь на вымирание или быструю ассимиляцию. Именно так мы воспринимаем депортацию чеченцев и ингушей, проведенную сталинскими карателями 23 февраля 1944 года с жестокостью, невиданной даже для кровавого большевистского режима. Спросим себя, удалось ли коммунистическому режиму сломить этой акцией дух чеченского народа? Ответ на этот вопрос мы находим у Александра Солженицына в его документальной книге «Архипелаг ГУЛАГ». Перечислив депортированные в Центральную Азию народы и дав каждому из них краткие характеристики, Солженицын отмечает: но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности. Ни одиночки, ни бунтари, а вся нация целиком. Это чеченцы. По свидетельству Солженицына, чеченцы упорно не желали примириться с судьбой, принять ее как неизбежность. Он писал: «Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чеченцы проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли, низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливая. И такое же было все их ссыльное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год
безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, пили, молодые еще и одевались. Проходили годы, и также ничего у них не было, как и в начале. Никакие чеченцы нигде не пытались угодить или понравиться начальству, но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Следует отметить, что в 1949 году, через 5 лет после депортации, чеченцам в числе других кавказских спецпереселенцев было запрещено покидать районы комендантских участков, где они были прописаны. Запрет касался всех лиц, достигших 16-летнего возраста, а его нарушение каралось сроком заключения до 25 лет. Иначе говоря, сталинщина придумала для депортированных кавказских народов какой-то гибрид резервации и трудового концлагеря, выход за пределы которого карался 25-летним тюремным заключением. Кстати, когда просят определить разницу между германским нацизмом и большевизмом, обычно отвечают, что нацисты уничтожали людей по национальному признаку, а коммунисты по социальному. Но это крайне ошибочное мнение, потому что коммунисты подвергали людей жестоким репрессиям и уничтожению не только по социальному, но и по национальному признаку. Так, на совести сталинского режима более десятка народов, входивших в коммунистическую империю, частично уничтоженных и частично заключенных в трудовые концлагеря по месту депортации. Поэтому в лице коммунизма мы имеем дело с двойным нацизмом, так сказать, с нацизмом в квадрате. Теперь немного о цифрах. Эти цифры взяты нами из документальной книги Бугая и Гонова. Книга называется «Кавказ. Народы в эшелонах. 20-е и 60-е годы». Издательство «Инсан. Москва. 1998 год». Авторы отмечают, что подготовительные мероприятия по выселению чеченцев и ингушей были начаты в январе-феврале 1943 года, сразу же после освобождения Кавказа от германских войск. Важнейшей частью этих мероприятий явился тщательный статистический подсчет количества чеченцев и ингушей. С учетом выявленной общей численности чеченцев и ингушей, в конце января 1944 года была подана заявка на 14 200 вагонов и 1000 платформ, необходимых для перевозки в Центральную Азию депортируемых. Это количество вагонов и платформ предполагалось разделить на 159 эшелонов. Легко подсчитать, что на каждый состав приходилось по 89 вагонов и 6 платформ. Каждый эшелон сопровождали 35 конвоиров, занимавших один вагон. Напомним, что из перечисленных 159 эшелонов последним в Центральную Азию последовал бесконвойный состав, в котором в сравнительно комфортных условиях везли республиканскую партийную и хозяйственную верхушку, чекистов, представителей лояльного к советской власти, духовенства и членов их семей. Исключив из общего количества вагонов с депортируемыми 158 вагонов, занятых конвоирами, мы получаем в остатке 14 042 вагона, в которых, по официальным данным, было перевезено из Чечено-Ингушетии в Центральную Азию 478 479 человек. Округлим, 478 тысяч человек. Из них 387 тысяч чеченцев и 91 тысяча ингушей. Если провести нехитрые расчеты, получается, что в каждом вагоне везли всего по 34 человека. Однако такое количество ссыльных на один вагон решительно не совпадает с принятыми в СССР того времени нормативами перевозок по железной дороге. Эти нормативы мы узнаем
из известной работы Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Автор отмечает, в тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 лошадей или 32 солдата или 40 заключенных, ссылаемых везли по 50 и больше. Это «Архипелаг ГУЛАГ», журнал «Новый мир», 1989 год, номер 11, страница 168. Понятно, что в условиях военного времени, когда транспортная инфраструктура СССР испытывала острую нехватку вагонов и локомотивов, и железнодорожное хозяйство, по официальным данным, работало с двойными нагрузками, НКВД никак не мог выпросить у руководства страны дополнительные 1000 вагонов, чтобы устроить спецпереселенцам, объявленным пособниками фашистов, более или менее комфортные условия перевозки и размещать их в нарушение инструкций по 34 человека в вагоне. Никто, конечно, не заподозрит сталинские карательные органы, которые в процессе депортации тысячами расстреливали, взрывали, топили в горных озерах и сжигали чеченцев живьем, в желании обеспечить дорожный комфорт этим врагам народа, в кавычках. Вдобавок к этому нужно учитывать элементарное чувство самосохранения у функционеров НКВД. Если бы они оторвали от транспортного хозяйства тысячи дефицитнейших вагонов и локомотивов сверхнормативного, 1 вагон на 50 спецпереселенцев, количество, их бы ожидала самая суровая расплата по законам военного времени. Кроме того, имеются свидетельства самих чеченцев и ингушей об условиях, в которых их перевозили. Приведем одно из таких свидетельств. Вот что в 2007 году рассказал о тех трагических событиях корреспонденту информационного агентства «Регнум», 89-летний чеченец, житель Грозного, Месербек Ганашев. Цитирую. В вагоне-телятнике было тесно, лежать было негде. Люди с трудом умещались сидя, поэтому приходилось лежать по очереди, отдыхали только тяжело больные. Болели многие, особенно дети. Помню, очень плохо в тот злополучный день было 5-летнему мальчику. У него был сильный жар, он просил пить. На одной из станций нашего эшелона мать этого мальчика подвела его к заглянувшему в вагон офицеру. Она просила позволить набрать хотя бы снега для сына. К мольбам женщины присоединились и находившиеся в вагоне старики. И тогда военный схватил плачущего ребенка и сошел с вагона. Мы все с облегчением подумали, что он хочет напоить его. Но вместо этого офицер швырнул ребенка в кузов одной из машин с трупами, крикнул: «Все, теперь вода не понадобится». Бедная мать ребенка кинулась к машине, но раздавшийся глухой выстрел остановил ее навсегда. Тогда на убийцу кинулся старший сын, но и его постигла та же участь. Его расстреляли в упор. За 13 дней пути только из одного нашего вагона вынесли 24 трупа. Из-за большого количества смертей не все тела увозили, многие трупы оставляли лежать вдоль железной дороги, так и не погребенными. Ну, как мы видим, в каждом вагоне набивали столько спецпереселенцев, что они могли только сидеть впритык друг к другу, отдыхать, спать по очереди, и место для сна давали только тяжело больным. Ну и за весь путь следования в одном только этом вагоне умерло или было убито 24 человека. Поэтому даже те нормативы, которые определяет Солженицын, 50 спецпереселенцев на 1 вагон, это на самом деле чекисты, НКВДшники, они перевыполнили вот этот норматив и набили в вагоны намного больше людей, чем было положено вот по этой инструкции. 50 спецпереселенцев на 1 вагон. Очень высокую смертность среди депортированных чеченцев и ингушей
засвидетельствовал также Аметистов, российский юрист, профессор международного права, судья Конституционного суда Российской Федерации. Цитата. «Одно из самых страшных воспоминаний моего детства – то, что я видел в 1944 году в Караганде, где был конец депортации чеченцев. Я видел, как их туда привезли в вагонах, и половину выгружали уже трупами. Живых выбросили на 40-градусный мороз в неотапливаемые бараки. Можете себе представить, как жили в Караганде мы, беженцы, во время войны. Но мы дали приют этим людям хотя бы до лета. Я думаю, что такие события остаются в генной памяти народа и бесследно не проходят». Привожу источник. «Ни одна конституция не стоит человеческой крови». Новая ежедневная газета, номер за 25 января 1995 года. Как мы можем судить по этим и тысячам других воспоминаний, жертв депортации и очевидцев, чеченцев и ингушей перевозили в переполненных до предела вагонах. Поэтому в каждом из этих вагонов никак не могло быть меньше положенных по инструкции 50 спецпереселенцев. А на самом деле, по многим свидетельствам чеченцев и ингушей, переживших депортацию, им приходилось тесниться в вагонах по 80 и более человек. Теперь, исходя из количества затребованных карательными структурами вагонов для перевозки спецпереселенцев, мы можем судить, сколько на самом деле насчитывалось чеченцев и ингушей на момент депортации. Чтобы избежать обвинений в преувеличениях, будем исходить из нормативного минимума – 50 человек ссыльных на один вагон. Умножаем 14 042 вагона на 50 и получаем более 702 тысяч депортируемых чеченцев и ингушей. И это то минимальное количество людей, которые были отправлены из Чечено-Ингушетии в Центральную Азию. Учитывая, что спецпереселенцы ехали на место ссылки в предельной тесноте, мы смело можем увеличить общую численность чеченцев и ингушей на 1944 год до 800 тысяч. Кстати, эта численность совпадает с информацией ингушского политического деятеля в эмиграции Васангирея Джабагиева, который в 1944 году в письме в одной из немецких газет оценил общую численность чеченцев и ингушей, тех и других он называл обобщенно чеченцами, в 800 тысяч человек. Но, повторимся, мы будем оперировать минимальным соотношением 50 человек на один телячий вагон. Теперь вспомним количество чеченцев и ингушей, прибывших в соответствии с официальной отчетностью из Чечено-Ингушетии в Центральную Азию. 478 тысяч чеченцев и 91 тысячу ингушей. Отнимаем это количество от 702 тысяч погруженных в вагоны и получаем 223 500 потерянных в кавычки в дороге чеченцев и ингушей. Ну, еще раз. 200, то есть прибыло чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию на 223 тысячи человек меньше, чем было погружено в вагоне. И это то количество людей, чеченцев и ингушей, которые погибли или были убиты во время депортации, непосредственно в пути. Именно таково, по самым минимальным оценкам, количество погибших во время перевозки чеченцев и ингушей. Причинами этой массовой гибели стали холод, голод, эпидемия тифа при полном отсутствии медицинской помощи и репрессии. Из прибывших по официальной отчетности в марте 1944 года в Центральную Азию 478 тысяч чеченцев и ингушей,
Через 12 лет, в 1956 году, осталось в живых 395 тысяч. Получается убыль 83 тысячи человек уже непосредственно в Казахстане и в Киргизии, в Центральной Азии. Однако, если мы примем во внимание количество родившихся в депортации детей, частично восполнивших количество умерших, эти потери оказываются гораздо выше. Известно, что с 1945 по 1950 годы в чеченских и ингушских семьях родилось более 40 тысяч детей. Причем динамика рождаемости год от года неуклонно повышалась. В 1945 году у чеченцев и ингушей родилось всего 1800 детей. В 1946 году около 4000. В 1947 году около 5800. В 1948 году 8300. В 1949 году около 9100. И в 1950 году около 12 тысяч. Итого за первые 6 лет депортации с 1945 по 1950 годы в чеченских и ингушских семьях родилось 41 тысяча детей. Сведения о рождаемости после 50 года и до 1956 года обнаружить не удалось. Однако, учитывая неуклонно повышающуюся динамику рождаемости, мы смело можем считать, что всего в годы депортации родилось не менее 150 тысяч чеченских и ингушских детей. Но даже после частичного восполнения количества умерших в пути и в ссылке этими 150 тысячами детей количество чеченцев и ингушей на момент возвращения домой было на 83 тысячи человек меньше, чем их прибыло в марте 1944 года в Центральную Азию. То есть за 12 лет пребывания чеченцев и ингушей уже непосредственно в Центральной Азии умерло по разным причинам не менее 230 тысяч чеченцев и ингушей. Единственное объяснение этой чудовищной смертности мы нашли в книге чеченского историка Лёмы Усманова «Непокоренная Чечня. Москва, 1997 год», страницы 84-85. Цитирую. После того, как основной этап чеченского изгнания был завершен, началась охота за теми, кому посчастливилось избежать этой скорбной участи. Особенное распространение получила практика разбрасывания в горах случайно забытых продуктов питания. Отравленные продукты были широко опробированы и в местах депортации чеченцев. Этот аспект сталинских преступлений стал предметом дискуссии на конференции «Международное право и Чеченская республика. Польша, Краков, 8-11 декабря 1995 года». Один из ее участников, Иван Билас, профессор, депутат парламента Украины, привел сведения из русского архива, фонд 9478, дело номер 1375, 1949 год, показывающий, что чеченцев в годы депортации подкармливали, в кавычках, отравленными продуктами питания. В документах они названы пищевыми сюрпризами. Так, например, для отравления 1 килограмма муки рекомендовано добавлять 1 грамм белого мышьяка, на 1 килограмм соли 10 грамм. Другой яд, мышьяково-натриевая соль, предназначался для сахарного песка, на 1 килограмм 10 грамм, и воды на 1 литр 1 грамм. Этот сюрприз рекомендован для использования на местах, в частности при отваривании любимых чеченцами галушек. Для масел же, оказывается, очень хорош, в кавычках, был гексоген. На этой же краковской конференции другой ее участник, Ришард Бочан, депутат Совета города Кракова,
привел свидетельство польских депортантов, очевидцев загадочного массового тысячами вымирания на вид здоровых и крепких чеченцев. Суммируя все сказанное и выявленные нами факты и цифры, мы можем сказать, что в процессе перевозки в Центральную Азию и за 12 лет пребывания в ссылке чеченцы и ингуши потеряли по самым минимальным оценкам 450 тысяч человек. Повторяю, это самые заниженные данные. Хотя в реальности, вне всяких сомнений, количество погибших чеченцев и ингушей гораздо выше представленной цифры. И это без учета тех тысяч чеченцев, которые были жестоко уничтожены карателями в процессе выселения непосредственно на территории самой Чечено-Ингушетии. Таким образом, если мы будем оценивать общее количество чеченцев и ингушей на момент депортации в 800 тысяч человек, то в процессе депортации и в процессе пребывания в Центральной Азии погибло, умерло, было отравлено, расстреляно, репрессировано больше половины чеченцев и ингушей, то есть 450 тысяч на 800 тысяч общего количества. Таковы потери чеченцев и ингушей, если опираться на реальные факты, не выводить какие-то расчеты умозрительные, не опирающиеся на подобного рода твердо установленные факты. И на этом я хочу завершить свое сегодняшнее выступление. Благодарю всех за внимание. Адикляушу, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых обновлениях. Спасибо за просмотр.